Вы вот нам, депутатам, как-нибудь можете показать вообще, где у нас вот этот государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней? Просто даже интересно, где он хранится, в каком виде, сколько объема, запас какой там. Дастан Далбаевич, значит, департамент драгоценного металла, он находится при Министерстве финансов Кыргызской Республики, а сам департамент, он хранит все золото и серебро в Ну не надо рассказывать, потому что это секретная банке. информация. В Национальном В банке. Национальном банке, да. Все понятно. Если у вас есть желание, мы готовы подготовить такой тур, чтобы вы посмотрели. Да, потому что интересно даже объем, и как вот туда попадают вот эти камни, металлы в драгоценный фонд. Дастан Далбаевич. Просто на выделенные бюджетные средства покупается золото, за счет этого пополняется, и за счет конфискованным решением суда. Ну, конфискат я понимаю. А вот в 2021 году сколько было денег выделено Кабмином на покупку золота или серебра? Но здесь очень малая сумма выделяется, 470, ну, таких в пределах суммы, тысяч сомов. 470 тысяч сумм? Да, ну, за границей бюджета. Здесь Нацбанк есть, да? Есть, да? Вот вы мне, да, вот тогда вы мне скажите, как реализовывается преимущественно право покупки? Вот, допустим, производитель, он произвел золото. Кто цену определяет на вот это преимущественное право покупки? Данияр Эльмекович, урматтуу депутаттар, уважаемый Дастан Далбаевич. Это происходит следующим образом. Производитель золота обращается с официальным письмом в Национальный банк с предложением о покупке данной партии золота. И там уже при согласии Национального банка уже определяется дата заключения сделки и какая цена будет на тот день, на момент заключения сделки на лондонской бирже. Вот все-таки по лондонской бирже, да? Да. Тоже. Все понятно. И Здесь точно еще... так же Кабмин, да, верно? Еще, Дастан Далбаевич, пока этот вот вопрос с вашей стороны прозвучал насчет того, где департамент золота хранит. В порядке уточнения, Национальный банк не хранит ценности правительства у себя. Ну вот, Руслан Сатылганович. Ну, вы, оказывается, даже не знаете, где Государственный фонд драгоценных металлов и камней? Национальный банк у себя не хранит их. да, хранилище хранится, да. Как здесь вот директор департамента, он, соответственно, говорит, что вот в хранилищах Национального банка. Да, соглашение есть. Каждый год берем разрешение из Нацбанка, инвентаризацию проводим. То есть вывозим в департамент, акт составляем, переоцениваем и обратно в Нацбанк хранилище. А Нацбанк говорит, что не хранит золото. Ну, здесь, видимо, есть соглашение, есть все, есть у нас. В течение 3 лет вот происходит это. Вот как тогда вот зам Нацбанка, вот вы можете сказать, как тогда, в чем противоречие? Вы говорите, не хранит. Ранее, до 2019 года, она хранилась в департаменте драгметаллов. Или представитель Нацбанка не знает, что у них хранится это? Она хранилась в департаменте драгметаллов, специальная комната была. Сейчас, я понял. Давайте Улуттук банк Дастан Далбаевич, в в Национальном банке хранится золото и ценности Национального банка. Были периоды, когда по соответствующему договору хранилось. Слушайте, Данияр Эльмекович, шугатаспы, везде госфонд пар, драгоценных металлов и драгоценных камней. Минфин говорит, он в Нацбанке. Нацбанк говорит, у нас нету. Каяка жоғотту ошону. Дастан Далбаевич, давайте вот так сделаем. Я не знаю, кто курил, у нас есть соглашение. Если нужно, давайте вы поедем, посмотрите, чтобы не было такого. И мы покажем Национальному банку, где хранятся. Интересно как-то. Ну вот дважды вы же слышали, да, правильно? Ошон үчүн урматтуу депутаттар бир сунуш бар эле, бир күн тауып ошол бүт барыбызда секретный доступка бар да, туурабы? Ошон барып, ну действительно, не для разглашения, а чтобы для информации, чтобы комитет өзү билсин да. Тем более это наш вопрос, өзүбүз билбесек, это тоже неправильно, да? Рахмат. Дастан Далбаевич, я еще раз в подтверждение говорю, если нужно, мы готовы с вами выехать и посмотреть. Рахмат.